Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. Прибытие делегации из Белоруссии в Гагаузию. Семья – основа общества. 9865 пачек сигарет в поезде Кишинев-Бухарест. Коррупция в стране и в Гагаузии. На днях Гагаузию посетила делегация представителей этнокультурных организаций. Визит был организован в рамках межправительственного соглашения между Республикой Молдова и Беларусь. Его целью является активизация взаимодействия с общинами белорусов зарубежья и расширение межэтнического диалога государств. В программу визита делегации входило посещение производственного объединения «Тамай Виникс», которое является основным поставщиком виноматериалов из Гагаузии в Беларусь. Подробнее по данной теме смотрите наш сюжет. В рамках межправительственного соглашения между Республикой Молдова и Беларусь Гагаузию на днях посетила делегация представителей белорусских этнокультурных организаций. Александр Соснович, руководитель данной делегации, работающий начальником аппарата уполномоченного по делам религии и национальности Республики Беларусь, отметил, что целью визита является активизация взаимодействия с общинами белорусов зарубежья и расширение межэтнического диалога наших государств. У нас такая идея родилась где-то примерно 2,5-3 года назад. Мы решили, что Беларусь надо показывать не только с точки зрения национальной культуры белорусской. Мы решили показать, какой многонациональный у нас народ в Беларуси. У нас проживает более 140 национальностей в Беларуси. И поэтому наша организация работает с национально-культурными общественными объединениями в плане сохранения и развития их национальной истории и культуры. Вот. И мы решили подобрать такую вот команду, если можно так сказать, из представителей, руководителей и представителей национально-культурных объединений нашей республики. В этот состав вошли азербайджанцы, армяне, корейцы, украинцы, белорусы, естественно, поляки и так далее. И вот такой командой мы уже объехали Молдову, уже 10-е государство. Мы побывали в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Польше, Украине, Австрии, Словении. И вот сейчас мы приехали в Молдову. В программу визита белорусской делегации входило посещение производственного объединения «Тамай Виникс». Старший советник посольства Беларусь в Республике Молдова Александр Истомин пояснил, что производственное объединение «Тамай Виникс» является основным поставщиком виноматериалов из Гагаузии в Беларусь. Мы приехали сюда с очень хорошими чувствами, потому что Тамай мы давно знаем, с Константином Дмитриевичем Сибовым давно работаем. Здесь в Тамае, кроме разлива вина, которое поставляется в Беларусь, есть сборочное производство маленькой техники, которое, мы надеемся, будет развиваться. Поэтому ваше село, ваша земля нам давно знакома, и мы едем сюда как к близким друзьям. Сотрудничество Гагаузии с Белоруссией установилось исторически. Такой факт подчеркнул специалист управления внешних связей Гагаузии Николай Тодоров. Он отметил, что на Тамайском винзаводе члены белорусской делегации для жителей села покажут концерт из песен и танцев белорусского, украинского, еврейского, польского, казахского народов. После чего для гостей будет организована обширная ознакомительная экскурсия по производственным цехам завода и дегустация производимых на заводе вин. К нам прибыла делегация в количестве 32 человека по межправительственному соглашению между Республикой Беларусь и Республикой Молдова. Это руководители этнокультурных общественных организаций, которые прибыли к нам для того, чтобы показать элементы своей культуры, культуры различных этносов, проживающих. Однозначно можно констатировать, что укреплению дружеских связей между Беларусью и Молдовой успешно способствуют общественные организации, которые объединяют этнических белорусов в Молдове. Председатель общины белорусов в Гагаузии Ирина Кирович сообщила, что идея создания данной организации возникла еще в 90-е годы. Идея зародилась еще в 90-х годах. Белоруссия, она всегда... Это было связано с развалом Советского Союза, и мы оказались в одночасье иностранцами.
далеки от своей национальной родины. А белорусы – это дружный народ, открытый народ для общения, для дружбы. И Белоруссия всегда выступала за новые формы объединения. Вот и община явилась такой формой объединения. Надо отметить, что руководство производственного объединения «Тома Винекс» в лице его руководителя Константина Сибова с огромным радушием принял белорусских гостей, который самолично возглавил экскурсию по производственно-технологическим цехам предприятия. Наши белорусские друзья из его рассказов узнали много интересного и полезного о нашем основном продукте винограде и о производном его материале – вине. Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. По случаю такого праздника Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта района Флорешт совместно с городской школой искусств имени Николая Сулак было организовано праздничное мероприятие, на которое прихожанам были даны советы по поводу того, как строить здоровые взаимоотношения в семье. Подробнее об этом наш сюжет. Празднование по случаю Дня семьи было организовано Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта района Флорешт совместно с городской школой искусств имени Николая Сулак. Власти не упустили возможность поздравить всех присутствующих с этим праздником. Семья – это основная ценность общества. Она даруется Господом для того, чтобы жизнь каждого из нас была наполнена альтруизмом, а не эгоизмом. Среди всех участников мероприятия самый большой жизненный опыт оказался у семьи Одобеску. Супруги знают наверняка, в чем секрет долгого и крепкого брака. Речь идет о взаимоуважении и любви, которая существует между нами уже 45 лет. Мы прислушиваемся друг к другу, вместе обсуждаем все проблемы, поэтому и ладим. Супруги Одобеску дали молодым семьям несколько советов. Я бы посоветовала всем супругам время от времени уступать друг другу, ведь это в семье главное. Здесь многое зависит и от воспитания человека. Если его в семье правильно воспитали, значит всю жизнь он будет поступать правильно. Если с детства ему привили чувство прекрасного и доброго, значит в своей будущей семье он тоже будет им руководствоваться. По случаю праздника в селе Гуракаинарулу был организован концерт, посвященный супругам, прожившим вместе не один десяток лет. Примар села отметила важность семьи для общества. Семья – это основа нашей жизни, все самое лучшее и прекрасное, что есть у нас. В семье растут и воспитываются дети. Здесь мы учимся самым важным жизненным качествам. Семьи из села Гуракаинарулу, принявшие участие в мероприятии, рассказали о том, как они создали свои ячейки общества. Международный день семьи был провозглашен 20 сентября 1993 года. Этот праздник ежегодно отмечается 15 мая. Камрадская муниципальная детская спортивная школа проводит первый открытый турнир по боксу на Кубок Камрата. В турнире примут участие спортсмены в различных возрастных и весовых категориях. Победители и призеры соревнований получат медали и дипломы соответствующих степеней. Примария Чедерлунги проводит работы по благоустройству кладбища, расположенного по улице Мичурина. В рамках работ по благоустройству на кладбище будет проделана работа по установке тротуарной дорожки протяженностью около 200 метров. Также власти планируют установить ограждения в виде бетонных заборов и живой изгороди. В Молдове изменится процедура получения водительских прав. Водительские права можно будет получить в 17 лет, а экзамены на управление автомобилем будут транслироваться онлайн. Так, гражданам, которые не достигли 18-летнего возраста, будут выданы временные водительские права, а ездить они смогут только в сопровождении лица в возрасте не менее 25 лет, обладающего как минимум 5-летним стажем вождения.
Записки «Дитя войны». Как фашисты гнали военнопленных из Кишинева в Камрад. Жительница Таганрога Ирина Раду нашла дневник своего деда Леонида Побережного, мальчишкой, попавшего в немецкий плен во время Великой Отечественной войны. Автор дневника в числе и других военнопленных пешком дошел до Камрата. Три человека погибли в серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло минувшим вечером под Кишиневым и в Сенжирейском районе. Инциденты произошли вечером 17 мая. По предварительной версии, причиной этих двух ДТП стало нарушение скоростного режима. За последние месяцы случаи контрабанды в Республике Молдова заметно участились. На этот раз была организована попытка нелегальной перевозки табачных изделий из Республики Молдова в Румынию. 9865 пачек сигарет были спрятаны под полом вагонов. О том, как удалось обнаружить такой тайник, наш следующий сюжет. Попытки нелегальной перевозки табачных изделий из Республики Молдова в Румынию стали частым явлением. Контрабанду прячут не только в автомобилях, но и железнодорожных вагонах. Очередной случай имел место на днях, когда в районе 19 часов на железнодорожно-таможенный пост Унгень для осуществления проверки прибыл международный пассажирский поезд Кишинев-Бухарест. В ходе проверки железнодорожного транспорта собака-ищейка таможенной службы по имени Чарли указала на специально оборудованные места в вагонах с номерами 1, 2, 4, 5 и 6. Таким образом, под полом вагонов близ спальных мест было обнаружено 9865 пачек сигарет различных коммерческих марок, все с акцизными марками Республики Молдова. По информации экспертов, стоимость табачных изделий на черном рынке Европейского Союза доходит до 30 тысяч евро. По данному делу было составлено несколько протоколов на основании Кодекса об административных нарушениях. Табачные изделия были конфискованы, а правонарушителям придется выплатить штрафы. Мы устраним коррупцию и восстановим справедливость, обещают практически все кандидаты во время предвыборных кампаний. Но со сменой власти ситуация не меняется. Люди считают, что коррупция поглотила уже все сферы государства и бороться с ней очень сложно. Не все осмелились высказаться открыто и чье-то лицо осталось за камерой. Но мнение каждого вы можете услышать в нашем следующем сюжете. Борьба с коррупцией – это главный лозунг практически всех кандидатов во время предвыборных кампаний. Однако с каждым годом это явление в нашей стране не уменьшается, а растет. По данным организации Transparency International, 2015 года Республика Молдова остается на 103-м месте из 168 стран по уровню коррупции. Можно ли победить мздоинство в нашей стране? Что для этого необходимо сделать? С такими вопросами мы вышли на улицы Камрата и обратились к простым горожанам, дабы узнать их мнение по этой проблеме. Коррупция была, существовала, но в той степени, это уже перебор всему. Это даже уже не коррупция, это называется простым элементарным народным словом воровство. Прямое воровство, в общем-то, подтверждается это уже исследованием, которое проводят международные организации типа КРОЛ, которые подтвердили, что, в общем-то, есть соответствующие документы, подтверждающие факт наличия воровства уже порядка 250-300 миллионов долларов. Конечно, наша вся республика. Коррупция развита, мне кажется, лучше, чем во все страны вообще. Там все это, все ворит, мафия, там все воруют. И еще деньги не хватает им. В карман деньги ставят. А это лидеры, ничего, они только им только дай. А лидеры ничего не дают. Они мало лидерам дают, мало. И катаются на таких дорогих машинах катаются. Их Бог накажет Бог. Все равно им это добром не окажется, а только сами себе зло делают. Надеяться только на то, что их Бог когда-нибудь накажет, наверное, этот факт говорит о том, что простые наши граждане совсем отчаялись из-за безысходности. Мы очень долго ходили по городу и опрашивали людей, чтобы выяснить, что же такое коррупция и только ли чиновники виноваты в том, что она существует в стране. А может быть, и сами люди тоже чуть-чуть в этом замешаны. Так что же такое коррупция в народном понимании? Коррупция – это, получается, это такой механизм, который человечество придумало
без которого не подмажешь, не поедешь, если так в народном выражении высказать. Вот чиновников пошел, дал деньги, пошел и врачи, и учителя, все берут деньги. Вот это тоже коррупция. Надо что-то, какое-то дело там, и пока не дашь, ничего не откроешь, там какое-то дело надо что-то провернуть. Пока надо дать, а потом. Кто имеет возможность приложиться к казне, да, к бюджету, те этими и пользуются. Ну, во-первых, из-за низких зарплат, низких ценовых составляющих, конечно же, с учетом того, что огромное количество повышений цен за последнее время, и у людей не хватает финансовых средств для того, чтобы оплатить за данное, ну, в общем, оплатить свою жизнь, жизнь близких и знакомых, конечно же, они вынуждены, мне кажется, выходить за рамки закона для того, чтобы иметь возможность дать себе шанс жить и выжить дальше. Возможность выжить и жить дальше. Другого выхода нет. Так думают наши респонденты. А может, и был выход, только его у людей отняли. Более того, что наша страна достаточно бедна экономически по сути своей, по содержанию, по отсутствию определенных экономических ресурсов, и, там, полезных ископаемых и так далее, известные факторы. Наше правительство позволило, прикрывшись европейским таким вот движением в сторону Европы, своровать вот этот миллиард, который, в общем-то, конечно, подкосил очень здорово нашу экономику. Бы этот миллиард не своровали бы из казны нашей Республики Молдова, конечно, наши люди жили бы намного лучше, и пенсии были бы выше, повышение пенсии было бы процент выше, и было бы легче жить, конечно, было бы легче. Да. Что касается миллиарда, я думаю, если вот этот миллиард просто хотя бы 70-80% пустить было, куда оно было назначено, то, естественно, все это было бы наяву и сразу видно, это же не 100 рублей и не 200. Многие из респондентов не в камеру говорили о том, что коррупция начинается с проведения нечестных, сфальсифицированных избирательных кампаний. Если не исполняется законодательство во время выборов, то избранные депутаты, мэры, главы администраций являются нелегитимными. Поэтому многие из них плевать хотели на законы. Без сомнения, борьба с коррупцией должна начинаться именно с налаживания порядка на выборах, считают камрадчане. Это были все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше о наших новостях вы можете узнать на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.